بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Если ты являешься милосердным и желаешь овладеть качеством милосердия, который повелел нам Коран и сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и намереваешься быть примерным и приносящим пользу для ислама и мусульман, тогда избавляйся от лени. Поистине, лень является признаком недостатка и одним из качеств, которое Всевышний сделал присущих у людей неискренних и лицемеров. Всевышний сказал: «Лицемеры думают, что они проведут Бога своим лицемерием и скроют от Него истину своих сердец, а Аллах, слава Ему Всевышнему, проводит их, оставляя их творить зло, а потом накажет их за их дурные деяния». У этих лицемеров внешнее поведение отличается от внутреннего состояния. Они лицемерно становятся на молитву, но делают это лениво и небрежно, притворно выставляя себя на показ перед людьми, а в душе об Аллахе вспоминают очень мало. Сура Ан-Ниса, аят 142. В другом аяте Всевышний говорит: «Что же мешает принять их дары? Аллах не принимает их дары только потому, что они не уверовали в Него и Его посланника. Они встают на молитву лениво и неохотно, а не так, как им следует совершать ее. То, что они расходуют во имя Аллаха, они дают неохотно, не по доброй воле. Пусть тебя не восхищает и не прельщает то, что ты видишь у лицемеров, их достояние и детей. Ведь Аллах даровал им все это, чтобы они преодолевали трудности для сохранения этого блага в ближайшей жизни, без какой-либо надежды получить вознаграждение в будущей жизни. И они умирают, оставаясь неверными». Сура Ат-Тауба, аяты 54-55. В хадисе, переданном от Шаддада бин Ауса, да будет доволен им Аллах, говорится, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Разумный тот, кто управляет своими желаниями и работает для того, чтобы быть счастливым в следующей жизни после смерти, а слабый тот, кто следует на поводу своих неизменных желаний и страстей, совершая грехи и при этом возлагая надежду на милость Творца». Также в хадисе, переданном от Зайда ибн Аркама, да будет доволен им Аллах, говорится, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в своей мольбе говорил: «О Аллах, поистине я прибегаю к Твоей защите от слабости и нерадения, малодушия, скупости и старческой дряхлости, мучений могилы и искушения Антихриста. О Аллах, даруй душе моей благочестие и очисти ее, ведь Ты лучший из очищающих ее. Ты ее покровитель и владыка. О Аллах, поистине я прибегаю к Твоей защите от бесполезного знания и от сердца, не проявляющего смирения, и от души, которая не может насытиться, и от мольбы, которые не внемлют». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил нам быть ленивыми и просил у Всевышнего защиты от этого, и повелел нам быть энергичными, во всем целеустремленными, потому что лень умертвляет сердца и старания. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что для Аллаха сильный верующий лучше и любимее, чем слабый верующий, хотя в каждом из них есть благо. Желайте того, что принесет вам пользу. Лень – это дорога, которая приводит человека к дозволению имущества людей, к отсутствию мотивации, слабости, и в действительности лень приводит общество к худшему явлению, как отсталое общество. Будь деятельным, энергичным и оставь свою лень и уповай на Аллаха, чтобы быть из числа милосердных. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.